Бурятия есть озеро Бека. Круто. Я люблю Улан-Удэ. Да, Улан-Удэ. 5723 километра позади. Мы добрались до столицы самого солнечного региона России – Улан-Удэ. Именно Бурятия стала инициатором данного автопробега, который за 14 дней успел побывать в самых крупных городах нашей необъятной страны. 14 крупных городов мы успели посетить за это время, где знакомили жителей с историей, рассказывая о важности битвы на реке Халхингол. Знакомились и сами с основными достопримечательностями регионов. Согласно новейшим исследованиям, потери японских вооруженных сил в боях на Халхинголе составили почти 9000 человек. Чуть более 1000 пропали без вести. Советские потери составили 9703 человека убитыми, пропавшими без вести и умершими от ран, в том числе и 389 человек из Бурятии. За мужество, проявленное в боях на Халхинголе, 73 бойца и командира Красной Армии получили звание Героя Советского Союза, в том числе 21 человек посмертно. В рамках проекта «Дорогами отцов» мы добрались до Байкала, где рассказываем об автопробеге, который был организован главой Бурятии Алексеем Цыденовым и заместителем руководителя администрации главы и правительства республики Ириной Доржиевой. Сложно описать важность и значение данного проекта, ведь это очень непросто, однако очень приятно было осознавать во время поездки, что люди с удовольствием слушали нас. Им действительно было интересно, и брала гордость за подвиги наших отцов и дедов. Мало кто знал, что эта война могла привести к потере Дальнего Востока и Сибири, потере суверенитета и независимости Монголии и Китая, ведь данное сражение повлияло и на ход Великой Отечественной войны. Приехав в Бурятию, мы посетили визит-центр «Байкал-заповедный». Он расположен на территории исторического порта Танхой и входит в туристскую инфраструктуру Байкальского государственного заповедника. Визит-центр – это визитная карточка заповедных территорий Байкальского региона. Монгольскую делегацию впечатлила история порта, а также сам Байкал. Правда, было дождливо, но мы уже привыкли, что всю дорогу нас сопровождает этот озорник. Перед отбытием наши водители даже успели искупаться, после чего мы приехали в Улан-Удэ. Вечером нас встретили журналисты. После интервью мы отправились спать. На следующий день монгольская делегация отправилась в Иволгинский Дацан. И это неудивительно, ведь это главный центр буддистов России. После обеда была работа на телеканале Бурят ТВ. Монгольские журналисты поделились впечатлениями об автопробеге «Дорогами отцов» и приняли участие в викторине НТР на знание российских городов. На следующий день в 5 утра состоялось возложение цветов у памятника маршала Рокоссовского. К международному автопробегу примкнули члены правительства Бурятии, потомки участников боев на Халхинголе, журналисты, представители молодежных общественных организаций, артисты, волонтеры. В составе 12 транспортных средств в колонне мы отправились в город Гусиноозерск и город Кяхта, где к нам также присоединились наши земляки, а также прошли митинги, концерты, возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам. Бурятия и Монголия связаны братскими узами исторически. У нас один язык, одни традиции, одна культура. И сегодня как никогда важно это сохранить. В Монголии пройдет много мероприятий, посвященных 85-летию победы на реке Халхингол. И сейчас мы отправляемся именно туда.